Всем привет, меня зовут Александр Румянцев, со мной мой коллега Дмитрий Осипов, и он представит нам сегодня нашего гостя. Никита Тананаев, и мы будем разговаривать о вечной мерзлоте. И мы хотели бы попросить Никиту рассказать коротко о своих научных исследованиях в сфере научных интересов. Это очень широкая сфера, поэтому коротко мне будет трудно, я попробую. Я географ, если сказать об этом широко, да, география включает в себя много дисциплин. И в силу разных обстоятельств в жизни пришлось заниматься тоже разными вещами, имеющими отношение к географическим наукам. В первую очередь это гидрология, наука о воде, о реках, об озерах, и мерзлотоведение. С другой стороны, это все, что изучает вечную мерзлоту. В смысле географии, ее распределение по поверхности Земли, ее свойств. Ну и кроме этого, совсем немного, и сейчас все больше и больше я изучаю современный климат и будущий климат Якутии с точки зрения прогноза. И еще в меньшей степени, раз мы говорим о таянии мерзлоты, то таяние мерзлоты производит определенные формы рельефа, новые, которых раньше не было. Наука, которая их изучает, называется геоморфология, наука о форме Земли. Вот 4 направления в пределах географии, которые меня в данный момент интересуют в большей степени. Вот и касательно геоморфологии, это вот, значит, если простыми словами для обывателя, скажем, это вот изменение русла реки, да? Это в том числе изменение русла реки, да, но это в том числе, например, образование оврагов. Формы рельефа, они могут быть созданы не только текущей водой, да, они могут быть созданы ветром, например, токуланы, мы знаем. Ну вот таяние мерзлоты тоже производит формы рельефа. Былары, байджрахи, много разных сложных терминов, да. Тем не менее, они не такие сложные, проехать можно 2 часа от Якутска и их увидеть своими глазами. Мы сейчас находимся в подземной лаборатории Института мерзлотоведения. На какой глубине? На глубине 7,5 метров примерно. И нам сейчас Никита уже конкретно на примере покажет, как работает вечная мерзлота, где она пролегает, как она, может быть, выглядит, посмотрите. Ну, как она выглядит, это вот вокруг нас вся она вот какая есть, это вся вечная мерзлота, вечнее, как вечнее. От слова вечная мерзлота мы так уже давно мы стараемся отойти, да, пытаемся назвать ее многолетней, потому что вечного ничего нет. Да, мерзлоте в нашем регионе примерно там от 500 тысяч до миллиона лет. То есть ее когда-то не было, да, вот она примерно миллион лет назад появилась. Ну и в самых глубоких слоях, наверное, так и существует. Но конкретно вот этим пескам, которые мы здесь видим, примерно около 8-9 тысяч примерно. Лет, да? Да. До нашей эры. То есть они накопились 9 тысяч лет назад примерно рекой. Это все аллювии реки Лены. Почти сразу замерзли, да, и в мерзлом состоянии сохраняются до сих пор. Я слышал такую информацию, что вечная мерзлота, она даже в Африке есть. Она есть в Африке. Вопрос только в том, самое главное, что нужно для мерзлоты, да, отрицательная температура. Но там же ее нету. Там она есть, конечно же. В Африке где? Под землей? Нет, в первую очередь в горах. Вернее, на одной единственной горе, только где-то там на вершине Килиманджаро, где никогда не тает снег. Вот там чуть-чуть, 2 квадратных метра мерзлоты есть. В горе? Ну, да. Причем не внутри, на поверхности. То у меня почему-то складывается впечатление, что там именно так же, как и у нас, где-то глубоко под землей. Нет. Вопрос в чем? Все равно мерзлота, она появляется сначала на поверхности. То есть необходимые условия, это чтобы холодно было именно на поверхности. Вот. Потом уже постепенно, там миллиметр за миллиметр промерзают более глубокие слои.
То есть, типа, так же, вот как у нас там песком, там, землей, там, культурными слоями наносится, и она уходит все вниз, да? Ну, тут два момента. Во-первых, чисто из физики. Нет, каждый год замерзает там чуть больше и больше. То есть она реально промерзает вниз. То есть даже если ничего накапливаться не будет, в силу законов физики постепенно, из-за разницы в теплопроводности, если хоть, да, будет замерзать все более и более низкие слои, более и более глубокие. Вот. Плюс к тому, да, действительно, как мы здесь вот видим, тоже это все накопилось когда-то в какой-то момент времени, весь песок. Вот, он накопился, промерз. То есть, да, мерзлота может расти как бы так еще вот вертикально. Ясно. Ну, такой вообще у меня обывательский вопрос возник. Вот туристы ходят в царство вечной мерзлоты. Вы-то чем отличаетесь? Вы же тоже туристов принимаете. Мы принимаем туристов, но... Да, конечно, мы здесь из ледяных стопок ничего не нальем. Чего? Я только в этом хотел спросить. И, может быть, здесь не так как бы освещенно и зрелищно, да? У нас вообще все в целом. Это подземная лаборатория, и еще есть в основном здании пара кабинетов мемориальных. И это музей изучения и истории изучения вечной мерзлоты. Мы не просто ее показываем, да, еще рассказываем историю. Там, как ее начали изучать сначала там, не в Якутии, но потом в Якутии, сначала станция мерзлотная, потом целый институт, ну и так далее. То есть тут больше с научной точки зрения. Да, есть люди, которых именно это интересует. Не просто пойти там, под землей побухать, да, а прикоснуться к научным знаниям. Ну, есть и приезжают из разных мест. Ну, да. Ну и там еще, наверное, вот, что находится царство вечной мерзлоты в горе, получается, ну, в сопке. Да. А тут, получается, уже под землей буквально, да? Ну вот, я говорю, из тех подземелий, и это не обязательно лабораторий, ну реально просто подземные помещения в мерзлоте, в которых я был, два построены, ну, это и еще одно в Игарке, они построены как вертикальные штольни, и два, это царство вечной мерзлоты и мерзлотный туннель на Аляске, они построены как горизонтальные штольни. Они врезаются вглубь массива мерзлоты. Но большой разницы нет, разница только в трудоемкости, да? Горизонтально копать легче. То есть и там, и здесь, я имею в виду, вот, царство вечной мерзлоты, мерзлота, ну, как бы одинаковая, да? Ну, нет, не совсем, потому что здесь мы сидим на пойме реки. В пойме реки. Внутри, да, здесь мы конкретно внутри поймы реки. А там в коренных породах. Все понятно. А больше как бы разницы. Здесь песочек, там будет известняк или что-то там такое. Ну вот, в смысле, вот вопрос тоже из темы страшилок, что нас затопит, если все это дело растает или нет. Но это не точно. Да, но это не сразу. Может быть, когда-нибудь. Нет, ну идея в чем? Значит, то, что мы здесь видим, это песок, и внутри него есть какой-то объем льда. Теоретически, если вот эти все 15 метров песка растают, вообще как бы мерзлоты не будет в пойме. Пойма опустится. Ну, высотная отметка, естественно, уменьшится, потому что не будет больше льда. Да, лед занимает больше объем, чем вода. Ну да, то есть типа как провалы будут, что ли? Ну, скорее всего. Гранд Каньон. Если будет таять, то будет таять все равномерно. Тут песка всего 15 метров. То есть, не километр. То есть еще 15 метров, и мы еще вниз. Да? Нет, но потеря объема там на каждый метр это буквально там доли сантиметра. Если пересчитать таяние в потерю объема, я это даже ради интереса специально считал когда-то. Вот. Там получается все это опустится сантиметров на 15-20, там может быть. Но если поверхность опустится, как бы теоретически она будет больше подвержена затоплению. Ну, то есть все это поглотит вода, может быть. Да? Ну, не, прям все поглотит вода, нет, конечно. Ну, какие-то участки. Просто будет больше вероятность весеннего наводнения. Ну, половодье и так далее. Ну, да, в половодье. Вот. Но чтобы вот это все растаяло, вообще все до основания, нужно, во-первых, довольно большое время и соответствующие условия. А тут какие-то ценные вот экземпляры, не знаю, там, животного, растительного мира хранятся, кроме вот этих черепов.
Кроме этого барахла. Не, как-то считается, что это не самое интересное, что мы можем показать. Потому что, ну, его можно посмотреть в других местах, и действительно, в Якутии, что в Якутии хвалиться какими-то черепами бизонов, ну, их и так в музее Мамонта, который этим специализируется, да? Вот там, да. Ну, я имел в виду там вот, типа, криохранилище. Оно отдельно здесь, Оно не в этом, да? оно не в этом месте, оно в отдельном помещении, Вот тоже под землей. тоже под землей. Но раньше было здесь. Там маленькая комнатка внизу. Ну, я имею в виду вот на территории. Ну, просто раньше оно было такое, как бы, как подсобное хозяйство, да? Как это, в кладовку бросил. Ну да, потом это стало федеральным проектом академическим, и, естественно... Хватились как. А теперь в порядке импортозамещения, когда у нас к мировым банкам семян нету доступа, теперь, возможно, это все расширится, импортозаместим То наши. есть у нас тут одни из самых таких ценных каких-то образцов. Нет, просто у нас ресурс есть. Где? Холодовой ресурс. Хранить надо при отрицательной температуре. Все, у нас это как грязи. Почему? За баней. Почему и стали говорить, что холодно, ну холодно, конечно, дубак, да, но это криогенный ресурс, холодовой ресурс, который можно использовать. Например, сервера охлаждать. Данных становится все больше и больше. У нас только проблем, что тут с электричеством-то дорогое. Ну, еще и нестабильно за последние... Ну да. тут За всё. последние сутки только 2 раза отключали. Да. Всё там скажут, да, все. Генератор надо свой иметь. Скажут энергетики и атомный цвет. Ну да. Так что есть проблемы, да. Так, вот и еще, значит, из серии, не знаю, городских, не городских легенд, типа, что будет, если вот там ученые найдут в вечной мерзлоте какие-то древние микроорганизмы, там бактерии или там, не знаю, остатки животных, в которых до сих пор там теплится жизнь, ну, в виде бактерий. Что будет, мы там вот как в Китае, там, да, которые съели летающую лисицу, заболеем и умрем. Есть? Ну, отличный вопрос. Вот тут была большая передача на РЕН-ТВ, какая-то их тема. Как раз вот Да, я ему втащу, да. тайна мерзлоты, как раз вот такие тайны. Да, но надо сказать, что вирусы есть. Вот как раз только что, буквально там, 1,5 месяца назад вышла очередная статья про вирусы, которые достали из вечной мерзлоты. Есть. И они даже жизнеспособны. Вот Ага. как это вот нам может угрожать? Как бы я, конечно, не вирусолог, поэтому профессионально тут ничего не могу сказать. Но у меня ощущение такое, что если бы этот вирус был опасный убийца, то вот сколько он там, 50 тысяч лет лежит, то он бы 50 тысяч лет назад всех бы уже выкосил, и все бы уже умерли от этого вируса. Так они и умерли. Так не факт, что от него. Нет, мы же можем разносить вирусы, даже не будучи особо больными. Но есть вирусы, которые просто в нас живут. И бактерии, которые... Мы вообще там, на сколько? На 10%, по-моему, бактериальной массы. Ну, короче, это все как бы может сохраниться и может жить в какой-то момент. Ну, может ожить, да. Там те вирусы, которые нашли пока, на данный момент, они не прям такие вирусы-убийцы. Неактивные. Да, ну, гораздо хуже, что сибирская язва там периодически вылезает, да? Ну, потому что у нас вот всякие могильники. Ну, это не у нас, это ведь там, где оленеводство в основном, потому что олени от нее очень сильно страдают. Нет, вот тут прям Их, центры. их закапывают, значит, этих оленей куда-то там, казалось бы, в мерзлоту, да? А мерзлота оттаивает, Ну да. вот, и это все попадает в оборот. Я точно, опять же, не могу сказать, какой там механизм, но, по-моему, олень, он даже если поел траву на пастбище, которая выросла на вот таком захоронении сибирь-язвенном, то эти споры он так иначе может сожрать вместе с травой. Ну, что, собственно, и происходит. И начинается, это в Ямал-Ненецком округе было не так давно. А вот я помню в детстве наша вот река Лена, она как бы казалась гораздо ближе к городу, чем сейчас. Ну, это вот еще учитывая то, что вот дамбы построили, то есть это рукотворные всякие вот препятствия, да? Сейчас мы можем говорить о том, что река нас может затопить, несмотря на то, что вот мы там всякие берегоукрепительные работы проводим. Ну, тут как бы затопить получается отдельно,
а берегоукрепительные работы отдельно. Я наверное, все в кучу. Не, все правильно. Вот, определимся, мы говорим сейчас о гидрологических рисках, да, и действительно их два основных, ну, три. Это когда воды много и наводнение происходит, да. Когда воды мало, и ее не хватает, это тоже риск. Его редко учитывают, тем не менее, 3 года назад, да, в 2019 году такое уже было, почти по всему Ленинскому бассейну. Второй риск. И третий риск — это размыв берегов. Соответственно, берегозащиту, как в Нижнем Бестяхе, например, в других поселках, строят для того, чтобы река не слишком размывала берег, значит, не заодно вместе с берегом, тоже на берегах стоит. А дамбы, как вся система инженерной защиты города, вся улица Чернышевского, например, да, часть улицы 50 лет Советской Армии, это все на самом деле система защиты от наводнений. Вот. Это мы строим для того, чтобы нас не утопило. А нам это поможет? В центральной части Якутска определенно да, потому что эта дамба поднята до отметок, через которые теоретически вода перелить не должна. Все находится в области вероятности. То есть, когда проектируют дамбы, которые защищали бы от наводнений, да, опираются на какие-то вероятностные оценки. Ну, например, на наводнение, которое происходит раз в 100 лет. Это рассчитывается специальными формулами. Мы знаем, как делать. Есть ли гарантия, что за наш век не произойдет наводнение, которое будет больше, чем раз в 100 лет? Это вполне возможно. А последний раз расчеты когда были? Вопрос, конечно, интересный. Ну, эту дамбу строили в начале 2000-х, да, в конце 90-х, после наводнения 2001 года. Честно скажем, здесь конкретно для Якутска можно сказать, что гидрологический режим, водный режим реки изменился не сильно. Вот 203-й микрорайон, если взять. Он также поднят на отметке. А так там вот у нас есть кадры, что там вообще вода в подземных гаражах. В подземных гаражах. Это другое. Ну, то есть, Я понимаю. это другое. Не, это же часть дома получается, то есть его нижний цокольный этаж затоплен. Я не говорю про весь микрорайон, но некоторые дома там имеют воду. Да, запросто. Мы говорим о наводнении, когда вода покрывает поверхность земли. Да, а еще нам есть Подтопление. Подтопление. Это как бы затопление грунтовыми водами. Вот вы какие. Такое тоже. Это все крючкотворство. Игра терминами, пытаетесь нас запутать. Нет, это просто разные природы вещей, разное происхождение. Это не одна и та же вода. А вот эти грунтовые воды, они с чем связаны? С таянием мерзлоты? Нет, но в первую очередь они связаны с тем, что там даже таять нечему было. Весь намывной грунт, он талый. Сейчас он не замерзнет, скорее всего. Естественно, подземные воды там спокойно ходят, циркулируют. И они связаны с уровнем воды в реке. Они связаны также с уровнем талых вод, то есть с водой, которая приходит со стороны поймы. И там находится в каком-то балансе. То есть уровень грунтовых вод, он может устанавливаться на такой отметке, что если особенно подземное помещение не герметичное, да, где-то забыли герметиком промазать, да, то, конечно, там все это затопит. То есть, его как бассейн должны были строить? Ну, по идее, да. Да. Гладко было на бумаге. Забыли про овраги. 203-й микрорайон вообще это исключительная тема для города. Это просто то, что касается нас, и, думаю, будет интересно жителей. Напрямую касается. Тут это можно обсуждать. У нас раньше в градостроительной документации и в правилах строительства было сказано, еще со старых советских времен, что невозможно строить в пределах одного муниципального образования здание по разным принципам. Принципов всего два. Или ты строишь на мерзлом грунте, или на талом. Два принципа строительства на мерзлоте. Весь Якутск построен, естественно, на мерзлых грунтах. Сваи там. Кроме 203-го микрорайона, который построен изначально на талом грунте и не допускает возможности промерзания. То есть по правилам строительства это нельзя так делать. 202-й-то у нас построили чуть раньше, он и, в принципе, стоит. Там единственное... Небольшим исключением. Относительно. Единственное, что там вроде подземных этих парковок гаражей нету. Так 202-й микрорайон должен быть как раз заморожен, быть
Просто песок, он плохо замерзает. А так он тоже, в принципе, построен, может быть, не на мерзлом грунте, но с допущением промерзания. И с тем условием, что когда-нибудь этот песок замерзнет. Почему он построен на сваях, а не каких-то других основаниях? Ну, а что касается вот центральной Якутии, да, у нас был 2019 год, когда Амгу затопило. 18. 18. Да, 2018. Так еще И никто не ожидал, что, допустим, то есть таких опасений не было, и это было неожиданностью, да? Амга, или нет? Или это мне только так кажется? Это все было ожидаемо? Вы сидели и ждали, что ли, когда ее затопит? Ну, скажем так, теоретически это можно было спрогнозировать, да, поскольку методы прогноза наводнений существуют. Но сейчас это уже, конечно, в ретроспективе. Прошло несколько лет, и там, к 2020-2021 году даже у меня своя методика прогноза появилась, как можно прогнозировать наводнение на Амге. Ну, в 2018 году я согласен, ее не было. А ее как-то можно использовать в других реках? Ну, или это... Она местная система. Ну, я имею в виду реки Якутии. Это конкретно для Амги. То есть это вот методика, она чисто вот на конкретный случай, да? Но это всегда так. То есть ее нельзя типа как масштабировать, да? Ну, единственное, что можно сделать, это сказать, что Амга, средняя Амга, да, и центральная Якутия, ну, Якутск, например, средняя Лена, имею в виду, да, на обеих реках примерно одни и те же факторы приводят к возникновению наводнений. Примерно одни и те же. Можно... Если мы ожидаем, что у нас здесь будут высокие уровни, там, большая вероятность заторов, то, скорее всего, на Амге то же самое. Типа плюс-минус там. Ну, да. Ну, в 2018 году здесь же, в Кунгурского мыса, взрывали заторы, и они были там, как почти каждый год. Вот получается, что в основном наши как делают? Они, чтобы предотвратить заторы крупные, да, из-за которого вода начинает подтоплять населенные пункты, взрывают, во-вторых, зачерняют, и в-третьих, что делают? Ну, еще ледорезные работы. Да, ну, есть вот этот сегмент превентивных мероприятий. Да, это зачернение, это, ну, короче... Такое не сильно помогает. Распил, да. Сейчас скажу, распил денег. Вопрос об эффективности, он обсуждается каждый раз, когда обсуждаются и эти мероприятия. Возможно, в определенных условиях действительно это может быть эффективно. Ну, вот мы на этой интересной ноте заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Большое спасибо Никите, что уделил нам время. Спасибо вам за приглашение. Очень все интересно и очень много времени занимает. И мы постарались такие наиболее интересные вопросы задать, интересную тему поднять. Поэтому формат, в виде подкаста планировался. Надеюсь, вам зайдет. Спасибо, Никита. Приходите еще. Обязательно. Очень интересно. У нас есть что рассказать всегда. Мы приглашали ученого-гидролога Никита Тананаев. С нами был ученый-гидролог, кандидат географических наук, научный сотрудник Института миротворения и заведующий лабораторией СВФУ Никита Тананаев. И мы надеемся, что следующий гость будет не менее интересно и познавать для вас. Мы вот просто хотели немного сузить тематику, вот там 3-4 вопроса, таких основных у нас заготовлено было касательно, значит, возможного затопления города Якутска, вот там прошлись по 202-203 микрорайону, про Климат. Да, про климат, в целом по Якутии поговорили, Да. Что еще? И профилактика, прогнозирование. Да, типа, что делать, когда вот наводнение, как, типа, готовиться, либо как к этому, либо уже последствия. И что там еще? Ну и все. Дно реки, мы не на дне живем, кстати говоря. Вот такие моменты.
Ну, надеюсь, будет интересно. Подписывайтесь. Делаем новый канал, новый контент. Всем пока.